Все, доброе утро. Встали. 11 время. До Ёшки 80 километров. Сегодня надо сделать. С сильнющим встречным ветром. Зато осень какая классная. Березонька здесь такая старая, старенькая, старушка, вековая. Спасибо за приют. Со Сернуром хоть асфальт нормальный начался. Хорошо. Ну, до Ёшки, наверное, такая будет. Нормальная, в принципе, удовлетворительная дорога. Капец, ветер в поле. Опасно, опасно. С багажником у Насти все проблема, все болт сейчас раскручивается другой. По приезду в Чебоксары надо будет другой багажник искать. Этот на дальние походы он не подходит. Априори не подходил. Я на него сразу посмотрел скептически. Что-то держалось. Багажник держался на веревке. Как хорошо, когда есть посадки. Они ветер стопорят, вообще неплохо. И как плохо без них, без посадок. Вот Советский район. До дома где-то 150 километров. Настя, 150 до Чебоксар. Давай ешь. Да? Положи пока. Голодные. Сейчас обедать будем. Батон свежий с кефиром. Мед удмуртский. И масло. Вообще царский обед. Вот сентябрь позволяет даже в футболочке ехать. Это класс. Вот и советский. Дорога расширилась, стало 4 полосы, но обочины вообще нет. Ура! Ура! Чебоксарики! Чебоксарики! На указателях пошли чебоксарики под Йошкар-Олой, конечно же. Уж пора! Сейчас вообще все время будут, наверное. Довольна, Наська? Конечно. Да что тут до Чебоксар-то осталось? 100 километров. Ура! Ура! И вот как раз приехал Антон. Антон нас как раз в Йошкар-Оле позвал в гости. Вот на своем байке. На красавце. Вот нас встретил, катается. Погода хорошая.
для сентября это вообще надо ловить момент, да? Ни дожди, ничего, мы сами кайфуем, что мы так вот пользуемся. Да ветер-то ладно, лучше ветер, чем дожди потом. Некомфортно. Ну. Я отрезок просто ехал, я же на вешке ни разу не был, 100 километров, я первый раз да. Серьезно тебе говорю. Я поэтому через вешку-то и поехал. В прошлый раз я выезжал-то через Казань, а сейчас новыми дорогами-то я всегда еду. Вот теперь на вешку. Ну, сейчас Антон покатается, погоняет, пока погода хорошая. И буду ждать. Да. А мы в город, через центр. Йошкар-Ола, в которой я ни разу не был. Хотя этот город в 100 километрах от Чебоксар, я никогда здесь не был. Никогда. Что, на твой? Твой не вмещается. Арена называется Мариэл. А почему-то российский флаг под ним. Видимо, у марийцев похуже, чем у чувашей все. С национальным самосознанием. Никакого голоса у них нет вообще. Сейчас город смотреть пока не будем. Может быть, завтра. Сейчас хочется доехать побыстрее, пока светло. Да, прикольный городок. Вот такой приятный, ухоженный городок. Вроде чистенько, нормально так. Улицы некоторые на Чебоксарские похожи так.
До слез прям. Я вот смотрю на лица, вот как будто в Чебоксарах езжу. Настолько близкий народ. Именно внешне. И марийцы, чуваши. Прям как будто Чебоксары. Туда, куда мы едем, это уже не Йошкар-Ола, это уже Медведево. Ну, собственно, Медведевский район. Так что мы не в Йошкар-Оле ночуем, а в Медведево. Ну, это просто спальный район, по сути. Так, вот наш дом, который нам надо. Все, 7-й этаж. Настю я отправил на 7-е небо. Лифт хороший, как у меня дома. Большой, широкий. Только у меня еще отсюда вход. 2 входа. Скоро его увижу. О, привет! Танзиля, привет! Ты сюда пристегивай? Ага. Ну вот нас Танзиля встретила. Это Антона жена. Фух, доехали наконец через весь город. Ехали. Значит, туда, да? Это у вас там типа этого? Кладовка? А, вот это, да? О, интересно, классно. Да а что это великом? Нормально. Они у нас что только не видели. Все, Антон приехал уже. Я только что стояла. Целую секунду. Так, вот тут интересная штука такая. Минута йоги начинается. С гвозди. Давай, Настя, ты мастер у нас. Йоги. Моя секунда пошла. Что ты снял, молодец. Че, не можешь будешь? Мастер-класс. Ладно, давайте. У тебя будет. Мне так тоже больно. Ну, всем будет. Всем больно. Просто надо. Хотя бы нам 10 секунд мы уже поверили. А, ну плакал. Настояла. День был тяжелый. Что-то разгружает надо хорошо, да, вот это? Да. Кстати, стоять. После 10-й минуты вообще можешь хоть полчаса там стоять. Расслабляешься. Ну. А если долго посидеть, то уже... Ну, я уже зиму боюсь, Настя меня учить будет моржевать, а зимой в проруби. Да, тут вырабатывает, конечно, силу воли вот это. Я слабый пока. Сила воли у меня слабая. Да не, надо просто потренироваться чуть. Ну да. Тут снова ощущение. Сегодня даже не так больно.
А у него подруга первый раз 40 минут простояла вообще. Да? Да, с Не первого знаю. раза. Были бы ощущения у него как-то притупляется, наверное, да? Или настроилась просто. Самое главное настрой здесь, наверное. Понять, что Второй, да. Никого не надо заставлять еще. это Пока сам не подготовишься. надо представить, как будто это не больно, на что-то, как будто от блаженства какое-то тебе идет. Как будто это, Отключать боль. как будто это невозможно, просто когда он не встает. Можно уже ужинаем. И Настя сегодня день рождения, сейчас справляем дубль 2, да? Второй день. Тоже такое. Потом спрашивал, где торт. Вот он. Нормально. Нам не до тортика вчера было. Еще не все располагается. Сегодня, да, и Йошкар-Ола встречает. Что? Все, доброе утро. Доброе утро. Идем, в общем, в центр сейчас поедем. Нам надо фотки распечатать, в музей зайти, интервью еще будет. Настя спрашивает. Да? Да, у нас у всех будет, да, спрашивать. Погода хорошая, дождик. Интервью сегодня, что ли? Да, сегодня и завтра еще будет. Завтра репортаж будут снимать. Хорошо, мы всегда дождики, да, Настя, пережидаем. В гостях как раз попадаем. Нам вообще фартит Третий просто. раз уже подряд так. Нам просто фартит. Интересно очень. Вот, собрались мы в музей. И в понедельник, как всегда, в понедельник собираемся в музей, и он обязательно, конечно, закрыт. В музей леса мы тоже не пойдем. А, потому тоже что закрыт? Там по предварительной записи. А как так? Он типа и университет какой-то леса, да, это получается? Там на часах, говорят, какой-то ослик пробегает, сейчас посмотрим. Каждый час. Вот стоим, ждем. Где ослик? Там какая-то Богородица вышла. А где ослик-то? О, насел.
Он так долго-то идет. Стал снимать я уже. Вот такие чудеса. Ну все, музей леса не получается посмотреть. А так хотелось, так хотелось. Сейчас в музей города идем, истории города. Дождь все льет и льет. Пришли в столовую сейчас. Ну, цены вообще нормальные. Всего приятного аппетита. Скажи, сколько стоит? Это все за 300, короче, 350 рублей вышло. По 100 рублей ничего. Это вообще дешевая столовка. О, здравствуйте. Здравствуйте, проходите. О, малыш. Вы не тихо. Она... Ой, это... Я тут поснимаю чуть-чуть, можно снять? Да? Сходу. Сейчас я это сразу уберу ее. Да нет, мне она не мешает, нормально. Всё. А, мы любим животных. Волкодав, волкодав. Страшный вообще. Пугались мы. Ну вот, мы сейчас к родителям Антона приехали. Антона, которого... Вот. А это вот любимцы. Так, как вас зовут? Валентина. Валентина, вот. Валентина. Вот это любимцы Валентины. Да. Так смотрит. Где цапнуть его. Боится такой трусишка. Рыжие обычно наоборот такие любвеобильные. Ну, он так это ласковый, очень добрый. Но он это... Незнакомцы. Потому что у нас испугался, было под охраной квартиры было. А, Приехали, и мужчины все. И он после этого, он вообще спрятался потом, не знаю, под домом конечно. сидел. Мужики здоровые залезли. После этого он боится. Ой, бедненький, малыш. Мы нормальные. Вот такой он. Мы не из охраны. Персик. Персик, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Персик. Я не буду, я не... Иди сюда, Персик, иди сюда, иди. Я просто стоит, болтаться. Иди сюда. Ой, наконец-то получилось. Персик. Персик. Все, я его погладил. Да? Персик. Ну все, мы сейчас идем на репортаж уже, на ВГТРК. Персика мы все-таки потискали, Да-да. привык к нам. Классно. Вот что значит Никитка, дрессировщик-то. Собачка не лает. Собачка не лает, Собачка не лает. всех нормально. Чувствует хороших людей. Вот. Ну ладно, спасибо большое. Ладно, давайте Спасибо. счастливо, все, с Богом. Все. Счастливо.
назад не поедем. Тогда давайте, может, вы так 8. Не, на эфир на нас во сколько? 10 утра. 10. Значит, день, может, пол девятого, может быть? Нет? Да, наоборот. Да, потому что мы в центр, нам получается к 11. Никита к эфиру готовится активно. Нет, а вы же хотите надо из дома сюда. Они собираются, часов 8-9 выезжают, на великах едут на Патриарших. Ну мы не были на телевидении. Я вообще никогда не была. Спасибо за внимание. Оставайтесь на телеканале Россия-24. Это сейчас прямой, да? Нет. Так что можно... Вы сейчас в прямом эфире? Обычно путешественники всегда отправляются с целями, громкими лозунгами. У меня такого не было никогда. То есть изначально мое путешествие это познание мира такого личного качества для самого себя. А потом уже потому что внутри бензина, вот, он мобильный, если что, его можно перевозить в самолете, то есть разобрать, перевозить в любом транспорте, если не знаю, необходимо. Да, это очень удобно, небольшая свобода, можно заехать по любую дорогу, в любую проселочную, где поехать, поэтому это самый удобный транспорт, как бы СБУ дороги, очень полезно. Да, ну как у меня качели получается, все-таки зимой стараюсь более... До съемки, пожалуйста. Друг на друга смотрим, вообще. Спасибо. Можно разговаривать? Спасибо. Все закончилось, как хорошо. На самом деле, событием путешествия. Все, пошли на маяк. Один эфир закончился, второй начинается. Ну как? Как ощущения? Да здорово, что? Давно такого фильма. Никита просто рожден быть перед камерой. А я за камерой. Пожалуйста, заходите.
Потом провожу. А значит, те, кто будет с вами, они О, какая большая студия. Я посижу рядом? Да, да, конечно. Ты разговаривать будешь? Я могу и не разговаривать. Конечно. Ай. Значит, там удалось отделаться, тут не удалось. Ну, Настя, Все, Никита, я посмотрела, я захотела твоя студия. снова вернуться Куда? На радио? сюда, ну хоть куда. Вот. Таких лозунгов громких никаких не было, да и, честно, не люблю я этого. Вот. Отправился просто самостоятельно для себя познавать. Вот. Импульсное решение, да? Как-то захотелось, сел на велосипед и поехал. Ну нет, я долго к этому готовился, вся моя жизнь сводилась к дороге, рано или поздно. До этого много путешествовал автостопом, ну, там, по Украине, по Беларуси объездил, вот. Но все-таки автостоп надоел. Вы можете оттуда пройтись, там вот у нас начинается Там классный марийский форт. и прям по всему Кремлю. Начало самое. Национальные костюмы. На Чувашский так все похоже. Так соседи. Да, конечно, может, исторические черемисы все. Нас за одних же вообще считали какой-то путешественник. Сейчас надо видеть. Да, конечно. Да, монеты советские, вот, внимание, обратите. Да. Раньше, да еще царские вот обычно у нас вот у чувашских костюмах. У нас царские обычно такие дорогие костюмы в 90-е все вот так вот потрошили. Да, да, да. Бедно. Нечестно выманивали, там, вытягивали. Ну это же признак богатства был, у кого серебряные монеты же раньше. Конечно, конечно. Это богатая, значит, семья. Вообще здорово. Где-то встречается даже царские, да, монеты. Ставили. Да те же эти нумизматы, они вот заковыривают их с дырками, прям их себе засовывают, я рублей сколько. Вот, как наш шабах. Эх, поэтому я себя в Мариэл чувствую как дома, как чуваш. Ну что, 100 километров уже. Я в Йошкар-Олу заезжал, как будто в Чебоксары уже, такой настрой был. У нас это то же самое. Никиту хлебом не кормить, дай котика потискать. Да. Катабана. Мы персика привезли. Персика версия Забираем. уличная. Вам персиков. Ну, нужен вам персик? Ребята приехали. Персик надо? А можно, кстати? Можно, он уже Все, ребята нас забрали. Едем сейчас город смотреть, да? на набережную поедем. Здорово. Клево. Мы точно в России. Ну вот, все, набережная. Та знаменитая набережная, где все чебоксарцы уже пофоткались, наверное. Только я никогда здесь не был. У нас уже... Да, центр Йошкар-Олы такой помпезный. Как будто, наверное, все деньги Мариэл сюда ушли. Как-то зная, какие дороги в Мариэл, как-то на это все смотреть даже не хочется, честно говоря. Вот тут кремлевские, точная копия кремлевских типа, да?
Рояль. Я не умею играть. Ну, хорошая штука такая, что есть. Ну, совсем по-другому. Ну да, что в квартире играть, например, в помещении маленьком, что в таком. Да я не умею, я пошутила сейчас. В 4 руки можно играть. Каждый. Или 8 рук. О, интересно смотреть марийские названия. Отдел ЗАГС. ЗАГС полка. Видимо, слово полка, которое как бы русское, в значении полки, наверное, из финно-угорского пришло. Потому что полка отдел. Ну, все, логично. Синоним. Вот так вот. Закат, конечно, красивый вообще. Че, Настя, как, хорошо? Да. Нравится? Да. А это та принцесса марийская, да, которая? Принцесса Мариэл, Грейс Келли. И кто это? Иринье третий. Ну это же почетные граждане Мариэл. Ну а как объяснить, что они здесь стоят? Княжество Мариэл. Да мы видим, мы знаем, мы просто смеемся. Над бабкой Нет, мы просто снимаем, потому что какое они отношение к Мариэл-то имеет Грейс Келли? А что вот это вот все? К чему это вот Мариэл? Это, да? Ну, Италия, тогда Италия, да? Тоже верно. Так же и тут. А, чтоб любовался здесь, да? Еще вот тут ЗАГСа, когда выходишь. Мгм. А вот это все квартиры. То есть, говорят, здесь этим нуждающимся давали квартиры. Вот. Ну, сказали по телевизору так, по крайней мере. Вот. Какая лялька. Смешные ляльки. Все, сейчас ждем здесь. Закрытая страна Туркмения, да? Да. Сейчас ждем здесь этих апостолов, тут должны пойти. Да. Вас ждем. Через 2 минуты выйдем. Но за кто не нужны эти апостолы, когда есть вот этот закат? Лучше 100 апостолов
и миллиона. Опять не заехали никуда. Куда они уже дойдут? 7 минут ходят они? Обалдеть. Таймлапс было ставить на них. У них еще руки там двигаются, да? Всем хорошо. Да, Настя? Что, за арбузом хотите? А? Че? Вот смотрим убранство подъезда, вообще здорово. Каждый день как день рождения. Вообще классно, так я сразу